Улица Набережная словно полоса препятствий или игра на нервах автолюбителей. Нужно быть очень ловким, чтобы машина не угодила в одну из таких канализационных ям. Как сообщают инфопаблики, за майские выходные охотники за металлом похитили 22 крышки люков. В столичной администрации уверяют, не успевают за воришками. Неделю-две назад мы меняли эти люки после такого же хищения, как сейчас. Неоднократно их воровали. Администрация регулярно их меняет, возвращает на место. Было возбуждено даже уголовное дело по факту хищения. Мы не хотели, как говорится, обнародовать ни фамилии, ни имена людей, ни лица, учитывая наш менталитет. Но впоследствии мы будем вынуждены и на телевидении придать огласке данные этих людей. Есть и те, кто сомневается, а были ли эти люки. В местной администрации уверяют, были, но недолго. Их украли моментально. Так или иначе, несмотря на то, что улица не особо оживленная, безопасность людей под угрозой, особенно в темное время суток. Люк ждешь, сумрак фотографият, а люк ждешь, машин ждешь, мотими, бир ждешь, мотики, шейтавр бир аштуji, хам фасак ачуji, машин чекайте, зизом дад мадинаха, из Мухаммада даже мучхол. Кажется, таких людей совсем не интересует, что в один из открытых колодцев может упасть, например, их собственный ребенок. И смогут ли они, глядя в глаза родственникам, попавшим в коммунальную ловушку, сказать что-то вроде «это просто бизнес, ничего личного». В попытке урвать металл воры прибегают к различным ухищрениям. Дошло до того, что даже оборудовали специальные машины с вырезанным дном, подъезжают и воруют эти люки. У нас большая просьба к жителям, потому что отсутствие этого люка. Я лично пострадал из-за этого люка, на своей машине попал в эту яму, колесо разбил. Машина, ладно, человек мой, ребенок может туда упасть, мы же мусульмане. В феврале этого года правоохранители поймали такого хулигана с поличным. Внимание столичных полицейских привлекла машина отечественной марки. При осмотре багажника авто были обнаружены чугунные крышки люков. Как итог, за действия сына пришлось краснеть и отцу. Участковый Леушар, обер Леушар, Аллахшар, Шамхидишный батак датчан, я уж не ушел, я датчан, вот я уже город мир, столица мир, ближние, цена хада, хамдац, да, ахаладу, хозу ашло цена, да, эти за хадури. شان كبير ما رضوا فزاد هذا لو ما رضى شان كبير ما رضوا إيش كبير ما عندي ما غلوم هذول. В среднем за ворованный люк в пункте по приему металла дают до 600 рублей. А для властей города покупка новых обходится гораздо дороже. И хотя это запрещено, некоторых ничего не останавливает. В интернете из года в год появляются фотографии самых разных случаев. То автолюбителей, угодивших прямо в яму, то душераздирающие кадры с теленком, которого чудом удалось вытащить. Сказал бы тем людям, которые воруют эти люки, завтра могут оказаться там их родственники, дети, близкие, даже и знакомые, ну там родня своя, семья. Они должны в первую очередь подумать о них, чем воровать. Вот они сдадут их там 20 рублей, 100 рублей. Неужели это 100 рублей дороже, чем человеческая жизнь? Сейчас администрацией города предприняты все меры, чтобы скорее устранить эту проблему. Более того, власти предупреждают, в Магасе почти на каждом углу круглосуточно работают камеры видеонаблюдения. Как оказалось, кража чугуна – только одна из проблем столицы. Вот кадры, которые сделала жительница одной из многоэтажек. Дети умудрились поджечь подвал, подвергнув риску жизни и имущества сотни человек. Случай первый, я хан мотикажи, нах полный подъезд, нах арбяха, домер, нах арбяха мотикажи. Именно дороги фад дазнаныз, дали савашнах, дали шей дизел, шей бирышка, бардалык стацилок роли соди, царь даци алыр. Бага-бага подвал, че цоторик лотю, целотю, цохцох, خطر خلط صاغ طبعا وايد صاغ ضخ خمسة غيتي صاغ ضخ خطر خليش يعني عشان ضخ دقز واش تات إنوج ده نق أربعة أتات صدق شيء بقول ديخر در باخش ناهج مجاز شهر باخش ناهج شيء ديزل شيء بيرش كده على صو حما ملا ظلم خليش از خلرج ميل ظلمي ده خارج ده على ديخر در. Дети, которые чуть не стали инициатором пожара в целом многоэтажке, будут поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. А вот родителям придется заплатить серьезные штрафы, заверили в администрации. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.